Друзья, Бюстик Хелма серия. Всем доброго времени суток. Всех вас приветствую еще раз. Значит, мы приехали сегодня в Аргун. Здесь мои подруги живут. Они много лет жили в Ведено. Вы, может, слышали Амата, ее сестры. Значит, мы дружили с Аматой и с ее сестрами. Я, вот Хадижа, моя дочка Анжела, они с Аматиными детьми ходили в школу у нас в Ведено, жили по соседству. Ну, потом пришлось им уехать, так как это не их двор был, просто они пока как бы на квартире жили, хотя их не родня была, но они жили. Я вот хочу сказать, что эта семья для меня, это, я не знаю, ближе родни, наверное. Очень у нас такие отношения. Амата на озере работает. Кстати, мы скоро поедем туда, тоже поснимаю вам, покажу еще. Ну, вот как родные сестры мы. Вот я очень ее уважаю, очень люблю. Вот такая она всегда. Она сделает все, что я хочу всегда, когда бы я ни пришла, в любое время: Кис, что тебе приготовить, что бы вы хотели покушать, то так вот всегда мы все эти года дружили. Вот, и это сегодня мы приехали в гости. Но у нас просто завтра дела. Я еще посылки отправляла сегодня за рубеж, в Казахстан, Кыргызстан. Супруг уезжал в рейс. Мы, поехали в город, отправили посылки. И отсюда потом приехали в Аргун, так как завтра нужно еще в город по делам, чтобы потом Ведено, как говорится, по 100 раз не возвращаться туда-сюда. Ну, в общем, приехали. Нужно там еще кое с какими-то документами поработать. В общем, такие вот дела. Что я вам хотела еще рассказать. Звонил Висхан сегодня. Ой, у него с каждым днем, машалла, все лучше становится. Мам, я уже привык, и мне уже здесь хорошо. Такой хороший командир здесь у нас. И мне все нравится, порядок, все здесь, как здесь все происходит, мне все нравится. Его жена, она моя подписчица. Когда он пошел в армию, она мне написала: Кис, я вот слышала, твой сын пошел в армию, Дикхаш, Зейндахер, теперь командир, ну, их роты. Вот, и потом мы созвонились, и так это и получилось, друзья. Вы представляете, вот, насколько, говорят, мир тесен, да, вот так получилось, что он его командир. Я, конечно, этому очень рада. Я Висхану в этом плане вообще, как говорится, спуска не даю. Я Висхану всегда говорю: Висхан, кто бы ни был, какой бы знакомый хороший не был, пойми, за тобой будут наблюдать. Они все будут за тобой наблюдать. Поверь мне, если ты этот год проведешь нормально, будешь слушаться, выполнять все, на таких внимание обращают, и в дальнейшем служба по контракту у тебя будет нормальная. Тебе с удовольствием подпишут его, начнем с того, поймут, что ты за парень. Он это все: мам, да я понимаю, все нормально. Просто первые дни так было, сейчас все хорошо, мне уже все нравится, ребята хорошие, кормят вообще, очень сильно хвалил девочка. Он говорит: мам, я даже не ожидал, что в армии так будут вкусно кормить. Нам, говорит, и сосиски дают с кашей, и разные там салаты вкусные, говорит, первое, второе вообще идеальное, говорит. Потом, что он еще говорит, пюре с котлетой, там, вот эти соленые огурцы, помидоры. Ну, говоря, кефир, сгущенка, масло, все очень вкусное дают. Я прям, говорит, в шоке. Я всегда наедаюсь, говорит. Единственное, я один кусочек только хлеба съедаю, просто я занимаюсь, хочу подтянуться, хочу похудеть. Хлеб я вообще, можно сказать, не кушаю. Мне и не хочется. Как пришел в армию, говорит, мне его и не хочется даже. Ну, в общем, вот такие вот дела. Я рада за сына, что он уже привык. Сейчас присяга будет, поедем на присягу, съездим. Все равно меня успокаивает то, что в Чечне, то, что он уже как-то привык там, успокоился. Я уже успокоилась, все нормально, командиры все хорошие, питание хорошее, в тепле, не в холоде. Что мне для матери еще надо? После присяги их часто будут домой, ну как часто, месяц раз, может месяц-два раза они смогут приезжать домой. В общем, ну все хорошо, машалла, я очень-очень довольна, девочки. Вы сами знаете, как я переживала. Сейчас еще то, что взводный, знакомый моей подписчицы муж, это мне вообще как-то
обрадовало, что есть свои люди, да, что за ним уже присмотр будет как-то, отношения, ну, в общем, за это тоже. Хотя он такой выполняет все, что ему скажешь, он у нас парень послушный. Мы ходили в магазин, и я так зашла в платке, думаю, сейчас сниму, потому что видео еще долго будет грузиться. Мы ходили там кое-что купить с продуктов. Думала, может, что-то сегодня запишем, но, скорее всего, завтра, наверное, хингал сделаем, чейпилот хотели записать, но сегодня уже не успею. Думаю, хотя бы расскажу вам все сегодняшние события. Так что все хорошо, солдат наш служит, все у него, машаллах, хорошо, он доволен и такой с настроением уже, говорит, мам, мне так все нравится. Вообще нормально, говорит, командиры хорошие, лишь бы, говорит, ну, не огрызаться, выполнять то, что они говорят, и очень даже можно служить, говорит. Ну, в общем, я успокоилась, все хорошо. В общем, я очень рада. Иди сюда. Твоя дочь. Девочки, зашли ко мне девчонки, и мы так сильно смеялись сейчас, мы вспомнили такой момент, вы знаете, это с одной стороны смешно, с другой стороны печально. Короче, когда закончилась война, ну так, она не закончилась еще, но более-менее спокойно стала. Когда президент наш, вот, ну, инаугурация была президента, да, вот Рамзан Ахматович Кадыров, когда он первый раз давал клятву, да, что все вот это вот, ну, стал президентом. У нас тогда еще часто были такие моменты, когда стрельба была ночью, только война закончилась, только Чечня входила в такую более спокойную обстановку. И мы, значит, я с детьми, тогда Висхан и Анжела только были, мы пришли к этому комате, они вот через огород у нас жили, и да, мы пришли к ним в гости, и сидели у них там, чай пили. Всем привет! Всем привет, да? Только я один чипсик съела, она вот такая, вот, и себе рот закрыла. Я же тебе сказала, чипсы не кушать. И, короче говоря, мы мы сидели... Тихо, не мешай мне, я записываю. Угу. Мы сидели, мы сидели, девочки, пили чай, разговаривали, смеялись, и вдруг ни с того ни с чего, и мы остались где-то в 10, пол-11, да, начали резко обстрел, вообще сильно, а у них, понимаете, за время войны много раз было такое, что ну, стрельба была часто, там, обстрелы, и уже не успевали окна менять. Вот, не как сейчас пластиковые, а вот стеклянные были окна, и не успевали, часто меняли мы это окна, и они, и мы, да все люди. Что, в общем, получилось так, что уже устали все, тем более у них, как бы сказать, и мужчин дома не было. Вот, устали уже менять эти окна, просто прибили клеенки. Вот 2 слоя были прибиты толстые клеенки, вот с этим люди жили много лет. И вот в один момент, когда начался этот обстрел, мы там как раз таки сидели, и представьте, резко такой, клеенки прибитые, вообще же слышно хорошо, прям прям все. И мы быстро на пол, кто куда. В этот момент, вы знаете, это такой страшный был момент всегда. Ты реально забывал про все, что вокруг там, ну, про детей там, да. Уже просто ты настолько сильно этого пугался, что сейчас начнут осколки по всему дому, что реально куда видел, под топчан, в шифоньер, под кровать, куда угодно, уже просто... Ну, вот так вот происходило, что вот в такое состояние мы входили от страха, что не знали, куда нам бежать. И, значит, в этот момент мы все попрыгали, кто куда, кто под кровать, кто за стул, кто за шифоньер. Такая стена была, вот, ну, шифоньер, допустим, и стена, и между ними такой промежуток, туда дети всегда забегали. Что мы туда забежали все... И потом такое, это все не прекращается, прям бах, 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 это все звучит вот так вот. И в этот момент открывается дверь,
а у них такие комната, 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 и прям напрямую видно вот входная дверь, да, и вот открывается эта дверь, и стоит мой супруг и Висхан маленький. Мы все, Висхан не с нами был, он был с отцом дома. Открывается дверь, и они вот стоят, дверь открыли и сильно-сильно смеются, просто до упаду. А они тоже сидели дома, они поняли, когда эти взрывы начались, все это, что мы испугаемся, и пришли нам сказать, они знали, что мы побоимся выйти на улицу, ни телефонов, ничего не было. Пришли сказать, что не бойтесь, что это салюты, вот празднуют инаугурацию президента, что все уже мир в Чечне, все хорошо, что это просто празднование, что ничего страшного. А он дверь открывает, мы все под кроватью, кто где лежит, он ха-ха-ха-ха-ха, такой смех сразу. Ну, в общем, и смех, и грех. И с этими людьми таких историй очень много. Я же говорю, мы прожили 20 лет, вот 24 года почти я замужем, и где-то года 3, как мы по соседству не живем, ну, может, 4. Все эти года мы жили вместе по соседству, как одна семья. Я этих людей очень люблю, уважаю, но у нас, в общем, все так, знаете, очень хорошо. Таких людей я не хочу терять, хочу общаться. Жалко, сегодня Амата должна была приехать, она на озере работает, но что-то сегодня там у них не получилось, то ли кто-то из других женщин приехали, то ли Тезе дала, или Рямака, то ли похороны, что-то такое было. Ну, здесь остальные, ее еще 2 сестры, их дети. В общем, у нас сегодня тут веселится и ликует весь народ. Столько смеялись, вспоминали до слез прям до слез смеялись. Столько всего вспомнить за эти года. Несмотря на то, что шла война, все равно весело было, как-то дружно. Ну, много воспоминаний хороших. Мне очень жалко, что их нет уже в соседях, но они строят дом там от нас недалеко. Иншаллах, будем жить вместе, в одном селе, как и раньше, ходить друг к другу. Все это, ну, вот такие дела, девочки и мальчики. Все, что хотела вам рассказать. Главное, моя душа успокоилась, за сына я спокойна, машаллах, эльхамдулилlah, все хорошо. Ну, а мы потихоньку дождемся. У меня месяц расписан. Сейчас у меня 12-го свадьба, по-моему, 15-го или 16-го встреча блогера у нас, потом 19-го свадьба, потом что-то, потом присяга. В общем, много материала интересного будет, все буду вам показывать. Следите. Кто не подписан, подписывайтесь на канал Киса Чечня. В общем, вот такие вот дела. Все у нас хорошо. Мне бы еще восстановиться уже хорошо после этой операции. Так-то, конечно, я хожу, езжу, пересекаюсь. Но все равно еще бывает беспокоит. И тяжелое поднимать мне нельзя. Вот. А после Нового года предстоит еще одна операция. Ну, это все такое. Страшного ничего, но сделать нужно. А Висхан очень сильно переживает. Говорит, мам, тяжелое, не поднимай. Я за тебя буду переживать. Пускай Анжела помогает тебе, папа помогает. Не поднимай тяжелое. И, конечно же, это все очень приятно. Друзья, ну на этом пока буду заканчивать. Может, еще что покажу вам потом. А если нет, то уже буду, наверное, грузить видео. Пока сегодня вот так вот, мы в гостях, постоянно дома тоже надоедает, тоже хочется иногда поменять атмосферу, встретиться с друзьями, со своими, тоже постоянно работа тоже хочется иногда. Ну вот так вот. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем всего хорошего. Девочки, мы приехали в гости к подружкам. Вон нас как встречают. Вареники сварили, вон пирожков нажарили сколько. Сейчас будем пить чай. Так меня подружки встречают. Мы по соседству жили много лет. Мы как родня. Смотрите, сколько для нас вареников сварили. Вот потом резекция будет. Махазгущуешь. Это на соде, да? Сода, морс. Морзин, по-русски сыворотка, да. Сыворотка и на литр сыворотки чайная ложка соды, соли, ну соли я сода тоже маленькая. Ложка, сода маленькая ложка, и получается прям такие они пышные, вкусные, горячие, смотрите.
Девочки, ну вот, друзья, мы тут находимся в гостях. У нас тут атмосфера тоже новогодняя. Это здесь женщины хорошие живут, они тут шьют, вяжут, все делают. Хингал, чепилк продают. Ну, в общем, все, что вы хотите. Да, Има? На любой вкус и цвет. Има, что мы сегодня можем сообразить на четверых? Мы сегодня что-нибудь решим. Хотим что-нибудь, ну, замутить такое. Как любит выразиться молодежь, какой-нибудь хавчик. Ай, девочки. К сожалению, не могу показать красавиц наших. Ну, девчата все незамужние, поэтому доступ на это закрыт. Поэтому смотрите на швейные машины. У нас тут сегодня женский батальон. У нас завтра мне по делам там нужно в Грозный. Вот, и мы сегодня тут решили встретиться, посидеть, вспомнить былые времена. Ну, вот такие вот дела. Девочки, костюмы эти, они немножко разные, чтобы вы имели в виду с брюками. Один вот с таким капюшоном. Людочки, Да. Вот такой карман, да? А здесь вот такие, вот как на платье с капюшонами. Это такой костюм, вот он, брючный. Это вот чисто фиолетовый, вот такие карманы. А это по краям с такими блестяшками. Вот. Это бордовый цвет, как бордовый этого. А это фиолетовый. А это фиолетовый, да. Вот два таких костюма. Это 56 размеры. Мне нужно отправлять их сейчас. Они идут с 46 по 56. Все, 56 это последний размер. Выше не бывает уже все. Красивый такой рукав. Мне очень. С брюками. Они длинные. Кофточка прям как халат идет. Длинная очень кофточка. Вот эта вот. И хорошо, красиво смотрится. Они в наличии есть. Я привезла все размеры. Вот это вот 40, вот это вот 56 размер. И это тоже 56. Это у меня под заказ. Красиво, очень теплые вообще. Со штанишками прям вообще хорошо носить. И эти тунички прям длинные, как халаты. Это с этими брючки вот такие фиолетовые. Ага.
на-на-на-на-на-на-на, попробуй мне понравиться. Так ручки красиво делай. А ты меня учишь? Давай, показывай, как я тебе показала. Вот ты.